Ассаляму алейкум. Сегодня мы на Китап-фесте. Китап-фест уже третий, получается. Да. Бахчисарай, старый город. Давайте посмотрим, что интересного в этом году. Вообще по программе должны быть мастера, выступления, в общем, погружение в крымско-татарскую культуру. Давайте вместе с нами. Поехали. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Пахнет. Запахло. Ассаляму алейкум. Позвольте, я вам наклею. Позвольте. Давайте. Ассаляму алейкум. Да. Саунас. Прекрасно. Саунас. С удовольствием вот пришли. Вот там тебе нужно. А вам газету дали? Вот все дали. Да. Сейчас будем читать. Все нормально? Классно выглядите. Да? Проходите. Хорошего Саунас. вам. Вадим, круг дадим. Ассаляму Тебе алейкум. наклеили? Да, да, вот всё, голубой. Как раз под мой лук. Очень нравится. Я просто сейчас тоже стикеры буду делать, поэтому мне очень нравится. Смотри, но здесь моего нету. по-любому. Гаспро есть. Деливер, возьми мне Гаспру, пожалуйста. Она одна. Гаспринские, что одна. все активные, да? Вот есть газ. Еще с... Давай. С улицы? Подожди. Это наш дом. Реально, что ли? Это реально. Слышишь? Я думаю, Рустам Меметов разговаривает. Прикинь? Как голос Это реально дом моей бабушки. Серьезно? Он Серьезно. сохранился? Он стоит до сих пор. Ты не готовилась? Я даже Султане, ты не предполагаю, готовилась? что вот это мой харбаба. готовилась. Вот это. Так, Серьезно? Хос, Дерекой, Айсерес, Гаспринский Крым, Это такая ценность. Бахсарай. Да. Заготовки у девушки закончились, поэтому в таком объеме все, что Урку успели Стас, сделать. самая большая стопка. Уже все купили, потому что... Так, Бахчисарай, понятное дело. Есть вот такие поштучно бахчисарай. Вот такая и вот такая. Это вы это цените? Не специфично? Это я видел. Это я видел, этот мем этот я видел. Я футболку сделала. Улькер даже ее подарили, представляете? Улькер какой? Ситбекир. Она же молодая. Ну это просто Прикол? прикол. Ладно, все, я уже не Я успеваю. говорю, если ее никто не купит, я подарю ей Улькер. И в итоге ей Смотри, подарили ёхей. Улькер. Ехай. Так, вот эти вот по 150, вот эти по 300. Сон Балар, нормально все? Я так и думал, что вы здесь будете стоять. Ислам, так, давай, расскажи только быстренько, что у тебя есть из новинок. Быстренько, что мне здесь Вообще, новинок? Ислам у нас кожу делает, да? То есть мастер, как это называется? Кожевник? Кожевник, Можно сказать, да? Да, нужно сказать, кожевник. Кожевник. Что из новинок? У нас появились вот такие вот сумки мы сделали. Это же недавно ты специально начал партию. делать, да? Эти сумки? Да, вот ну, такого подобные- форм-фактора. Вот она у меня на мне, просто мы сделали маленький размер, вот такой, который будет удобен. Сделали вот такие сумки. Вот как на Османе висит. Ну, кстати, офигенно удобная Вот вещь. это удобная Вообще вещь, да. классная. А есть такая сумка, смотри, чтобы местные не спалили, что ты турист. Потому что мне сказали, что местные видят, когда вот эти бананки, вот эти сумки, они понимают, что ты, приезжий. И меняется сразу отношение. А ты же не можешь без сумки, потому что У там нас паспорт, просто деньги. в основном, когда наши здесь носят, это же китайщину носят. Да, Вот то, что выглядит прям броско, не броско, но при этом глянцево. да. Вот это, скорее всего, поймут, что ты местный. То есть такую сумку теоретически можно замаскироваться, да, неплохо? Да, Ну, такая под это, да? вполне. Ну и, конечно, вот то, что я говорил. Вот эти А вот что больше новинки всего берут? прикольные. Вот что популярное? Да все берут, на самом деле. Женщины так берут, не женские. говори, Вот что те ты. сумочки. Вот те сумочки, Кстати, вот пушка. это же новинка, да, получается? Ну, уже нет, но мы сделали новые, получается, вот такие. Сделали новые сумочки. А вот такие? Вот такие новые сумочки сделали, да. Женщины сюда что угодно могут ставить. Многие мне приходили и сами начинали накидывать. Зарплату, говорит, можно поставить. Зарплату мужа, надо уточнить. Можно, говорит, сюда поставить украшения, кольца, ну вот такое. Да. А в основном они просто вот хватают и вот так вот подвесочки цепляются и все. Не, это мужик сумки просто, да? Да. Аксессуар. Это они у детей посмотрели. Ну, это вы у детей посмотрели, да? Вот такие Дети сумочки новые, кстати. Мы только вчера их доделали. любят. Это как называется форм-фактор? Кроссбоди. Такая вот этот. Тоже интересная. Это поросячья, да? Обязательно. Каждый раз один и тот же вопрос для вас. Каждый раз шутка. Да. Ну, хорошая шутка, что не нравится. Не, она шутка хорошая, сумка еще лучше.
Ну да. Не, мне, кстати, вот рыжий цвет нравится, такая вот броская, про то, что ты говоришь. Ее издалека видно. Мне подойдет? Все, значит, берем. Все, к лицу, да? А есть что-то этническое? Вот нам нравится, когда мысль... Посмотрите на вот эти все изображения, которые мы наносили. это орнамент, а форма? А форма этническая, в чем она этническая? У нас, я у тебя если спрашиваю, говорить, ты же исследователь. я исследовал, я рассматривал эту тему. Из того, что делалось из кожи, это сумка чабана. По факту Да, это торба, да? торба. По факту это торба. Ну, к сожалению, мало кто у нас захочет торба носить на сегодняшний день. Я думал сделать сумку такую, как они, сверху с затяжкой Вот она идет. ты через пояс видел? Да, такую. Но она, блин, неудобная. Есть, Поэтому не стал, короче, не заморачиваться. есть такое. Салям алейкум. Слушайте, а мы знаете, какую книгу недавно видели? Тархан называется, 2012 года. У вас Тархан. раньше? Да, она давно была. Она очень интересная. Мы снимали бабушек, ездили в ту сторону. И вот у них эта книга была. Причем по исчезнувшим селам там было очень много информации. Я понял. Тираж, да, небольшой был? Беш ходжа барым sizde? Yok. Mende Rozen var, Edal'da Ulozen var, Mamaşay var, Mamaşay bizde Mamaşay. бар. Bizde var. Urkusta var, İnce soyu. Ага, Уркуста. Başını göster, bahsedet o bir yaş. Уркуста бар bizde, biz aldık. O bir yukarı yaşıktı, koylar. Ulozen var, Лозень. Ulozen. Ya ne gerek, sorarım, ben aytayım. Новинки. И мы вот это вот в прошлый раз так и не купили у Эдика. Bunda bir yerde almak var. Selam алейкум. Vay, mızmızı bir. Nasıl? Yaşım? Alışveriş. Selam алейкум. Салям алейкум. Selam алейкум. Ты здесь этот, отлавливаешь и к себе отправляешь? Салям алейкум. Как у вас, нормально? Кофе где взяли? Кофе. Я в наглую сказала, а участникам бесплатно. Ничего себе, а что, так можно, что ли? Сейчас проверим. Жители решила. Узбекистан съездили, очень интересно. Вы съездили? Салям алейкум. С удовольствием. А, я думал, вы съездили. Не, вы съездили в Узбекистан, посмотрела, очень Мы понравилось. вот ради вас и едем. Машалла, машалла. Айда, Чё? Может быть, немножко серебра? Салям алейкум. Так. Салям алейкум. Новиночки, что ли? Салям алейкум. Этот, тут выбор есть. Ты что будешь пить? Крымско-татарский инь-янь. Ага, сейчас мы подойдем. Сейчас, салям алейкум. Сделай нам тоже, пожалуйста, 2 латте. Или флэт. Ну, флэт. Этот, джезы, этот лучше на песке не держать. Хорошо, я вообще как сказать. У нас Просто, еще, просто наверное, награешь. элемент эстетики же, чтобы оно красиво было.
Понял. А ты варишь, да? Делаешь? Честно? Да. Чего? Не, я Не рассказываю. понял. Салям алейкум. Кызлар, что это у вас такое загадочное здесь? Это ханские драконы, воплощены в 3D модели, в серебряном украшении. Наш крымско-татарский инь-янь. Ага. То есть это добро и зло, такой принцип, да? Да, дуальность мира, два начала, объединяющихся. Все верно. Для тюркского мира драконы — это добрый символ, добрый знак, значит дух. А борьба? Знаете, здесь гармония получается, Муж и жена, да, когда получается? есть, да, когда они объединены и в союзе, получается гармония. Это все можно приобрести, да? Да, естественно, можно приобрести. Ага, это вы, получается... Так, тихо. Оно разборное? Можно сделать предзаказ Ага. на ювелирное украшение, на 3D-объект. А как на вас найти? панно. У меня Инстаграм Муксум Дизигнер, дизайнер. Дизигнер. А я-то думаю, что-то лицо знакомое. Машалла. Интересно. А вообще этот символ вот этого, мы знаем, да, его происхождение? Да, знаем. Из Турции пришел к нам, да, в ханское время. Вот. И очень часто он встречается в сельджукских мотивах, в сельджукском мире, да, воплощен. Дракон на воротах, на дворцах, можно его встретить. Машалла. Интересно. Так, сначала кофе, да? Да. И автор счастлив, его, скажем, Потом там готовый кофе наливаете, да? и мы начинаем процесс с самого мы отправляем это все на А вот это песок, это что за песок? Какой-то кварцевый, да? До 300 нагревается, держит температуру. Ага. Ну тут важно что в джезве у нас со всех сторон нагревается вода и равномерно варится кофе. То есть не как на плите, а со всех сторон. Мы в это время обеспечиваем Чуть-чуть поднялась пенка, в принципе, уже поднимаем, чтобы сильно зерно мы не пережгли. Готово, да, получается? Готовый напиток можем добавить молока. Саунас. Но по согласованию с автором, кстати, мы также можем осуществлять и коммерческую деятельность этой книги. И мы на мероприятиях подобного уровня также осуществляем. Так, и вот что самое интересное, в Крыму кофе обычно черный, да, подавали с какой-то сладостью. То есть изначально эта сладость называлась курабье, то есть кураб, да, от арабского сладость. Скорее всего, это подозревалось вообще в принципе любая сладость. И так как курабье это супер такая утилитарная, супер удобная вещь, она закрепилась за этим словом курабье, да, то есть кураб. Что самое интересное, что вот эта вот сладость, да, у всех народов, у всех культур кофейных, где она хорошо развилась, у них есть определенная своя сладость. И сегодня вот у нас есть возможность попробовать такой интересный вариант сладости. Мы сейчас подойдем и посмотрим. Для вас этот процесс снимем. Это очень вкусная вещь. И что самое главное, что в Турции встретить можно, то есть можно много мест, где хорошо готовят. Кюнефе, да, я говорю про кюнефе. А в Крыму вот очень редко можно встретить. Вот сегодня я, судя по тому, что... Чтобы было вкусно, да, то есть это немаловажно, да, и чтобы это был вкусный кюнефе, в Крыму реально очень сложно встретить. Но то, что я сейчас вижу со стороны, это очень интересно, я думаю, что должно быть вкусно. По крайней мере, столько сыра я еще ни разу не ел. Давайте посмотрим поближе, узнаем, что это такое. Вот. И типографские расходы непосредственно вот Вот, смотри, то есть здесь уже, получается, процесс пошел. с этими красочными картинами и больше. Салям алейкум, здравствуйте. Салям алейкум, Балла, расскажите подробнее, что здесь происходит. Вот на самом деле, вот это кюнефе, да, сладость называется? Я только что рассказывал, что в Крыму под кофе, под кофейную культуру всегда употребляется какая-то сладость. А кюнефе это, скажем так, такая турецкая экзотика. Вот в Турции много где встречается хорошая, а в Крыму пока что мало, не везде встречается. Расскажите, вот что это за сладость и как она готовится? Ну, это, можно сказать, не только турецкая сладость, в целом восточная. В горячих странах она готовится. Вот, в составе идет тесто кадаифис, сыр,
и сладкий сироп. В принципе, ничего сложного. А вот сыра столько вот, это много сыра насыпано. Это рецептура, да, такая? Это у нас определенная рецептура, выработанная да, под рецепты восточных стран. В Крыму на данный момент эта культура потребления развивается. Ну вот мы первый раз познакомились с кюнифе в Турции, ну в Стамбуле. Я поэтому говорю, что да, в Крыму пока не сильно распространенная. И вот когда мы там попробовали, мы распробовали эту сладость, а когда в Крыму пробовали, ну там в разных местах, то есть вкус был совсем другой. Какое-то тесто, то есть ну непонятный вкус был. А вот сейчас я вижу, что у вас много сыра и, я так понимаю, своя определенная рецептура, да? этого? Да-да-да. В Турции вы, скорее всего, столкнулись с двухслойным тестом. Да. Да, у нас чуть другая структура. У нас идет один слой теста, один слой сыра. А, то есть сыр открытый, да, получается? Да, пропорционально. Сейчас оно жарится, потом, получается, мы его переворачиваем и начинаем разовать. Это такой десерт, который можно торговать и летом, и зимой. То есть летом мы его подаем с мороженым, зимой можно в чисто сыром виде. С мороженым, да? Да. А вот это что такое? Это фисташка у нас. То есть вы сверху фисташкой посыпаете? Да. Фисташку сами крутите? Да, дробленая фисташка у нас. Сами дробим, закупаем фисташку чищенную и дробим. Сыр применяется пресный. На данный момент у нас здесь моцарелла. Ну, похоже Но в дальнейшем на моцареллу. у нас будет и свой сыр. Сейчас настраиваем производство. То есть, получается, от самого сыра же тоже вкус меняется? То есть, ну... Да, конечно. Сыр должен быть не сильно соленый, не сильно безвкусный, такой средний, можно сказать. Мы в Судаке видели, ну, пробовали кюнифе, очень похожее было вот по приготовлению. Это вам- наша франшиза. А, это франшиза уже Да. получается? То есть получается, что любой человек может у вас купить технологию, Да, получается? можно перейти на сайт kunafa.ru, ознакомиться со всей подробной информацией, там есть все условия, оставить заявку, и мы вышлем это. То есть, если, допустим, у меня свой кафе, я могу сам вот это все делать? Да, можете и в кафе подключить данный вид бизнеса, а также можно открыть чисто вот как кофейную забегаловку, то есть чайхана, такой формат. Ну, кофейню можно открыть, да, Да, получается? у нас два вида вот бывает. To go, то есть это уличный формат. С собой, да? Да. Ну, Как вы сейчас делаете? Да, на выдачу. А еще есть формат под готовое помещение. Ага. Дизайн, все мы предоставляем, дизайн, оборудование. А дизайн чего вы представляете? Само кофейни? Как Да, бы? да, ну как франчайзинг. Предоставляем дизайн, оборудование и условия сотрудничества. Мгм. Обучаем, внедряем. Но там очень вкусная была, потому что вот в основном то, что мы пробовали, это такое, как будто там много теста, то есть вот такое непонятная вещь. А там прям насыщенная сыром была. Здесь будет точно такое же. Точно такая же, да? Одна рецептура, да, и мы обучаем сотрудников и внедряем по одной и той же рецептуре. А вот так вот домой взять где-то можно? Вот, ну, А, есть ли точка, где продается, чтобы забрать домой там? На данный момент сейчас в ходе развития у нас одна точка на стадии открытия. Да. То есть планируется, да? Да, у нас была сезонная точка в Судаке. Ага. Сейчас она пока прекратила работу в связи с завершением сезона. Ну, Мы сейчас на стадии развития. слушайте, это такая сладость, которую хочется все время с кофе. да. То есть надо, чтобы была возможность, ну, как бы. Ну, мы развиваемся, сейчас скоро будем открывать в Крыму и в Сочи. Ага, интересно, машалла. А сколько времени примерно готовится? Вот, Именно жарка занимает 10-15, около 10-15 минут, плюс подготовка в районе минут 20 полчаса. То есть 1 минут. ну, попробуем, да? Конечно, Оценим? попробуем, да, сейчас. А здесь ни с кем не работаете? Вот Бахчисарай, кафешки, с кем-то работаете? Бахчисарай у нас тесто закупает. А, то есть и сами делают, да? Да. А вот как франшиза пока никто не работает, да? Здесь по району нет. И по Крыму в целом нет. Ну, сейчас вот. Ну, франшиза ДЭП это или такое заморское слово, возможность повторить рецептуру, да? Вот эта сама рецептура, вы ее сами разработали, что ли? Почему? Да? Да, конечно. Просто я вообще... У нас вообще, производство восточных сладостей, вот кадаиф, пахлава, халва. А, то есть это уже готово, да, Да, вот продукция? новинка десертики. Можете, кстати, попробовать. Это саунс. Да, это тесто кадаифи, фисташковая паста и шоколадный крем.
Вот. А это, получается, мы как новое направление открыли. Я просто, чтобы ты понимал, я, то есть думал, что она сразу закрыта, вот сверху, потому что кюнифе в готовом виде, оно же с двух сторон поджаренное, а я не думал, что его переворачивают, что когда Не, у готовят. нас больше как сирийский формат. Сирийский? Да, сирийский формат. А вообще откуда изначально эта, сладость? У нас в Крыму же ее не было, да? Испокон веков вообще приготовление теста кадаифи, как рецептура пошла на восточные страны. То Это есть, вот это кадаифи, это вот это вот маленькое, это как волосики, да? Да-да, Как чисто пешмане, да, типа? потому что в архивах, Структура именно. в архивах мы смотрели, изучали, в Крыму широко применялось именно приготовление этого теста. То есть тоже было, да? Да, это был 17-16 век. Интересно. Оборудование было специальное такое, оно выглядело как пластинка. такая Именно в Крыму, металлическая. Да? Да. Интересно. Я просто вообще не слышал про это. Да. Оно так и называлось, Тоже кадаифи. кюнифе? Кадаифи. Нет, само тесто кадаифи. А, тесто Да, именно. те- А те- вот именно кюнифе? Кюнифе это уже в восточных странах, оттуда пошло. А само тесто, вот у нас в архивах поднимали, мы искали, и у нас была рецептура. То есть вот такое тесто самому сделать невозможно? Очень тяжело, оно типа таким дома. не будет. Вот, допустим, если посмотреть на тесто, Это очень мучное? Какой состав? Какой это тесто? вода, мука. А, это вода, мука, да? Да. Получается, у нас тесто, оно круглое. Если посмотреть на турецкое, она как лапша, она такая сплющенная и широкая. Да. Да. Само тесто приготовить очень тяжело. Оно более тонкое, да? Более нежное Да. получается. Сама структура. Да, ну вот можно посмотреть. Да, я смотрю, тоненькие волосики. В Турции используют другое оборудование. Саму выработать рецептуру теста очень тяжело. В домашних условиях можно его приготовить, но оно будет, я не знаю, размером спичку, наверное. А вот смотри, а вот ты сказал, что покупают тесто. То есть у вас вот эти вот лепешки покупают или в каких-то Нет, брикетах? чисто тесто. 5-килограммовый формат есть, 450 грамм. То есть его просто вот так вот фасовка, раскатываешь, и оно уже готово, да? Да. А, Оно уже измельченное, то есть просто по противню расстелили, запрессовали и дальше по своему рецепту готовите. слушай, ну получается, что если у тебя есть там какой-то маленький уголок, то можно поставить только кюнифе, по сути, и все по сладостям закрыть, да, этот вопрос? Да, То конечно. есть это же уникальная вещь, по сути? Да. Ну, в Крыму, можно сказать, такого, оно развивается, его много где уже потребляют. Это десерт в многих местах потребляют, и получается, можно на этом заработать. А как понять, когда его переворачивать? Останавливать таймер? Нет, периодически, то есть каждые там 2-3 минуты ты смотришь, да. Как только он начинает уже краснеть, да, золотистой коркой покрываться, ты уже понимаешь, что вот он готов. А таймер нельзя поставить? Таймер нету, к сожалению. Пока печей, я думаю, может быть, в процессе и будут такие печи, электро, да, конечно, было бы лучше. Но, да, но видите, бывает такой момент, что где-то тесто там не так запрессовано, еще что-то, есть нюансы. В любом случае, все равно ты должен смотреть, опять же, контролировать сам. Как бы таймер это хорошо, да, возможно, это будет лучше помогать там тебе, но контролируешь, опять же. То есть получается, и то, как ты его переворачиваешь, это тоже уже как рецепт идет, да? Да. Конечно, да. Слушай, у тебя Салам алейкум. Как? Возле кофе. Да, мы возле себя, движуха. Просто интересный продукт. Вот в кафе покупали кюнифе, я в последнее время не заказывал, потому что одно тесто. Одно тесто. А здесь? А вот это вот судаки попробовали, это, оказывается, франшиза. А здесь, видишь, сыра сколько? Тут Я вообще не люблю. наши шустряки вместо сыра тесто больше добавляют. И кюнифе это называют. Сейчас Здесь очередь небольшая. 2-3 минутки. А, понял, все. Сейчас уже будет. Сейчас уже вот. У нас еще есть второй вид кюнифе с добавлением ягод. Чего добавлять? Еще есть у нас второй вид кюнифе с добавлением ягод. А. Такого нет нигде в мире. То есть, по сути, это же получается как конструктор, да? То есть ты можешь взять тесто и уже использовать разные вещи, да? То есть, Да, конечно. Давай вот эту угол расчистим. Я его и так переверну, я его подвину. Давай, ладно. Я его и так переверну, да. Не, это, понимаешь, это как можно как лекарство рассматривать, понимаешь? Как обязательно к Конечно. употреблению. Ух ты, вот это да.
Можно его иногда даже до космоса поднять. Вот эти серединки по-любому дороже, да? Нет, у нас все порции плюс-минус одинаковые. С одного противня получается около 18 порций. Это в семье, знаешь, как за кобиты боролись за серединку. Да, за серединку. Не, я, например, всегда краешки брал. Да. Да. Нарежем на кусочек? Да, конечно. Дерекке bağlı koçlar galip çıkanlar için bahşiş olacak. Это пахнет очень невероятно. İkinci turunun vazifesi sizler çok kırımda dolanasınız, anlamında barasız, göresiz ve elbette biledirsiniz ki Kırım halkı bizni çeşit türlü koyunlarda Сейчас хочу с sыром. türlü şivelerini kullanır. İşte ikinci turunun vazifesi şiveler yarışı Sır. ve bu yetini güreşip Хрустящее тесто, невероятно сливочный вкус. buyurun kim birinci başlayacak? Я думаю, что кофе это вот самое то. Ты попробуешь? Да, я кусочек попробую. Я вот сейчас постараюсь. Bir tepsi tebessüm kataraktan şagirdler biz gördük başka. Слушай, вообще не приторный, да? Сладость. Да. Как это вкусно. Еще маленький кусочек, да? Yaxşı buyur. Это очень вкусно, ребят. Вообще нет вот этого вкуса теста, как вот, знаешь, иногда встречается. Смотрите, они уже выкладывают. Вот. Уже новое закладывается уже. Я тут доедаю уже. Это очень вкусно, слушай. Вот такой приторной сладости, да, приторной нету. Очень такой сбалансированный вкус. Класс. Заказывай кофе. Балар очень вкусно, честно. От души очень вкусно. Не, нам хватит на двоих, вы что? Не, это понимаешь, это не то, чтобы вот такой приторной сладости нету. Вот прям такая же бывает противная сладость. Да. Вообще очень Мы в меру делаем. сбалансировано, да. А и как в судаке вкус отличается или такой же? Вообще очень похож по вкусу. Да. Ну, агашка в судаке А пробовал. как вы контролируете вот вкус? Допустим, если франшиза будет, как контролирует вкус? Мы обучаем полностью с нуля. То есть можно... Да. И обучаем, и плюс еще тоже выезжаем и смотрим, да? Контроль тоже, да, надзор? Конечно. Обязательно, да. То есть соблюдение рецептуры, всех технологий, обязательное условие. Ну, реально очень вкусно, от души. Просто вот вообще разговоров нету. Здесь уже новый пошел ляган. Еще вот такая вот. Такой форм-фактор с собой очень удобно. Можно взять детям. Если детей, допустим, сейчас с собой нету. И такой вот форм-фактор. Пьем кофе, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Смотри, сразу чувствуется, да, уважение. Даже не спросили какой, сразу большое. Это мероприятие мы называем фестиваль Китапфест, фестиваль крымско-татарской культуры и литературы, поскольку мы объединяем на одной площадке как книгу, литературу национальную, так и творчество, искусство, музыку, театр. То есть это такое событие, которое проходит раз в год в Бахчисарае. Момент проведения в Бахчисарае, он принципиальный, поскольку это столица
нашей культуры, сердце нашей культуры. Мы в шутку называем это столица нашего мира. И мне было очень обидно, будучи жительницей Бахчисарая, что все значимые события происходят в Симферополе, в Ахмеджите. И у меня корни все отсюда. Я бахчисарайская. И я хотела, чтобы... У нас уже тоже. Да, я уже вижу, глаза все Чуть-чуть, больше да, и больше да. с каждым Но годом. это от удивления, это не от климата. И я хочу, чтобы здесь проводились масштабные ивенты, чтобы люди приезжали, поскольку такой атмосферы, ее больше нет нигде в Крыму. Да. И это уходящая история, уходящая культура. Хочется, чтобы дети пропитались, наше будущее поколение, и понесли это дальше. И поэтому, собственно, я и создаю этот ивент, да, это мероприятие, хотя это и непросто. На самом деле это непросто. Ну, мы уже не спим. Иначе бы это все делали, наверное. Мне очень нравится, что удается объединять и вот заражать своим таким хорошим, в смысле, безумием очень много творческих людей. И когда вот эта вот синергия начинает происходить, да, то есть поначалу это очень тяжело раскачиваемый процесс. Но когда уже ближе к финалу ты видишь этот, как эта машина набирает скорость, и как эта синергия творчества, она, такие креативные вещи люди предлагают, такие интересные сами уже идеи реализуют, я от души радуюсь, потому что все это на самом деле продвигает. Это двигает. Очень много молодежи приезжает. То есть, по сути, платформа, да, получается? Это платформа, это площадка, она именно так и была создана. Новые имена, они себя заявляют, и потом мы через 2-3 года их уже видим, да, на всех площадках это уже звезды. И я хочу, чтобы вот мастера подключались, да, чтобы вот традиция собираться по вот таким поводам, она у нас была раз в год, едем в Бахчисарай на Китап-фест. Очень хочется, чтобы эта традиция прижилась, чтобы этот фестиваль развивался, разрастался, чтобы площадка становилась больше, чтобы людей приезжало больше, чтобы детей побольше привозили. И вот это вот опыление культурное наших будущих поколений, мы объединяем на одной площадке и мэтров, мы объединяем и молодежь. И когда вот это вот опыление, да, повторюсь еще раз, поколений происходит, это потом мы увидим в процессе через 5-10 лет результаты этого. Сауна где? Сауна, можно я вам подарю подарочек? Вот мне подарили, и я хочу вам тоже... А дареное нельзя дарить. Но мы возьмем все равно. Мне подарили, чтобы я дарила. Я понял. Вот, это наши кожевники, Да. Терри, они вот мне такой презентовали брелочек. Это кто сделал тебе? Терри. Терри Лезер. Терри Это Ислам. Лезер. Да, это Ислам Идрисов. И вот пусть он тоже будет вам на память. Сау, а мы тебе варенье наше домашнее. Даренное, говорит, не дарят. Он мне подарил мое же варенье. Сам закатывал. Вот этими руками. Вот этими. Сау, ребята, что приехали, рада была. А вечером программа... Вечером отличный концерт. Диляра вообще не расходимся. Диляра. У нас Всё, такая не боль, продолжай. она немножко приболела. Да. Блин, да Мы ты чего? с болью в сердце, она тоже, поверьте, там страдает, но вот Блин, ну ладно. жиза. Да. И да, Диляру мы сегодня не увидим, но увидим отличную программу, Ну, живые много бенды, интересных, и да, много лиц? интересных, да, лиц. Все, вечером, имен. значит, тоже. Обязательно, Да. обязательно. Сау где? Увидимся. Давай. Что взяли? Вот, значит, 5 лет, первый свод. Я искал, наконец-то, вот для меня достали. Это ты у кого? У Бедину, да? Кстати, вот надо обязательно поднимать вопросы старого издательства. Вот карманные форматы, например. Да. Минус Ханден. Вот прикольно. Понравилось мне. У меня есть такая. 91 год. Ну тут пока что-то найдешь, конечно, тоже. Сегодня в рамках Китап-феста мы презентуем второй сезон музея под открытым небом, музея крымско-татарской грамзаписи. Почему вообще родилась такая идея? Ну, на самом деле, большинство крымских татар даже не представляет себе, когда история записи звука у нас началась. Многие считают, что до создания ансамбля Хайтарма, до вот этих вот первых коллективов ссылки, у нас никакой истории звукозаписи не было и быть не могло. Но на самом деле все гораздо-гораздо интереснее. Записывать звук люди придумали, ну, буквально недавно, в конце 19 века, а в начале века за крымскими татарами уже охотилось 4 звукозаписывающие компании. Значит, первая — это Зонофон.
была большая звукозаписывающая компания Gramophone Record. Это ее более бюджетный вариант. Вот эта пластинка. Пластинки выпускались двуязычными, то есть на русском языке транслитерация и арабицей, потому что покупающие могли быть в том числе носителями тюркского языка. Значит, Занофон, польская фирма Сирена. Видите, здесь уже не латиницей, здесь уже кириллицей написано. Французская фирма Pate Record. И еще одна была фирма, звукозаписывающая в Симферополе, Фаворит. Вот эти 4 звукозаписывающие компании работали здесь в период с 1903 по 1915 годы, в это время. Кого они записывали? Значит, в Крыму в то время существовал цех музыкантов в каждом городе. Естественно, в Бахчисарае это было 30-40 ансамблей. Но главной звездой был вот этот человек, имя которого всегда писали на пластинках. Это Ашир Уста. Ашир Уста — это марка просто музыкантов Крыма, потому что это самый лучший крымско-татарский скрипач, который в том числе записывал, ну, то есть была конкуренция за то, чтобы его записать. Например, вот этим Ашир Уста не достался, и они записывали уже музыкантов классом ниже, видимо, потому что все, то есть у них и репертуар не должен был Они платили, да, повторяться. за это, Рифат? Ну, музыкантам. Насчет оплаты не знаю, но полная перевозка, то есть там это все записывалось в основном в Москве. Ну и в дореволюционных условиях это вообще удивительная история, когда приезжает какой-то человек, иноземец, хватает тут ансамбль, везет в Москву, там записывает, возвращает обратно и потом выпускает вот эти грамм-пластинки. Йох. Это Ашир Асаноглу. Ашир Асаноглу, да. Это вот главная скрипка города Бахчисарая. В общем, пластинки старые были... Ашир Устай. В общем, в целом этих пластинок выпущено было, наверное, более 400, потому что у одного Занофона в каталоге более 200 пластинок. То есть можете себе представить, какой материал здесь записан. Вот в частности, вот эта вот брошюра, которую мы подготовили, это брошюра по моей статье, которую я опубликовал в Крымском историческом обозрении. Эта статья называется «Крымско-татарские пластинки» из каталога Алана Келли. Алан Келли — это покойный английский ученый, который занимался историей русской грамзаписи, и в том числе в его каталоге попала крымско-татарская часть. И вот поэтому в этих каталогах, собственно, и даты, и звукозаписывающие компании указаны. Рифат. Яхши. Рифат, это же не этнографическая, это же коммерческая история, правильно? В этом-то все и дело. Получается, мы сегодня со своим синдромом меньшовартости считаем, что наша музыка не конкурентная, не интересная, никому кроме нас не нужная. Но вот это не потому, что Pate Record решили благотворительностью заняться и записать крымско-татарских музыкантов. Это потому, что к началу 20 века Европу стало тошнить от европейской музыки. И начался поворот ориентальный. И людей стала интересовать так называемая экзотика, и вот в том числе этой экзотикой была крымско-татарская музыка. То есть на какую аудиторию работали эти пластинки? Это и тюркские народы, которые проживали на территории Османской империи и Российской империи в то время, большей частью проживали на территории этих двух империй. Это и русская аудитория, это и европейская аудитория. Собственно, 13 пластинок Pate попали в фонды французской библиотеки Галика, и поэтому сегодня они вот оцифровали и выложили их на свой сайт. Они на сегодняшний день там хранятся. Так, что, пойдем? Шемир ақлы бар ма? Шемизаде бар? Да, редкость. Натан, ты где? Когда будешь? Я всем рекомендую. Там? Мерепчи? Да, вот там сборник ему. Короби. Наши книги.
О. Kadın kişiye böyle yapmaz. Не, я как будто в прошлое попал, если честно. Очень красиво. Yapmadım. Ne çok сказать. Так я для этого подошел. Böyle yapıyorlar. 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 Öyle. Bek Yaman Ru. Demesiniz. Güzelim. Güzelsiniz. Şimdi ben işten geldim. Bir kitapçık alayım da kirağa yok. Bunu şimdi kaldım. Нет, торба, я смотрю, что у вас. Бірдане бар. Напомним еще раз, что Вот стоит человек, скучает. она есть на нами любимых Салам алейкум. маркетплейсах. Все нормально? Одно тоже есть. Ты можешь с тобой поговорить? Ты что такой красивый? Да, можно. Можно Ну, расскажи, что здесь происходит, Арсен. Ну, Это ты стучишь. И так фесте, да. Смотри, вот такие монеты, это Арсен чеканит. Арсен, вообще у нас, ты вообще кто у нас? Я тебя как художника знаю. Ну, я мастер-художник, сейчас я позиционирую себя так. Скоро вы увидите его интересные работы в нашем совместном проекте, поэтому вот смотрите, вот это вот вам тонкий намек. Если вы приобретете книгу здесь, А вообще ты кто? Ты как ты себя позиционируешь? Художник-мастер. Художник-мастер? Да, ну у меня По металлу? не то, что по металлу, сейчас основное направление металл, но по образованию я мастер декоративно-прикладного искусства. Художник-мастер. Смотри, вот он чеканит. Что можно у тебя начеканить? У меня можно сделать реплику монеты Крымского ханства. Можно сделать две монетки на аверсе Тамга с надписью «Крым» на реверсе, либо Ханский дворец, либо Ахмеджид Кибирджами. И Вот это он вручную вырезается. не совсем. Да. Ты покажешь, как это? Эти, да, можно сейчас отчеканить. Ну, там кто-нибудь подойдет, мы подскочим. Никто не подходит. Ты всех шумом разгоняешь. Да нет, я наоборот привлекаю всех шумом. Сейчас, я думаю, движняк У начнется. тебя вот эти матрицы, ну то есть ты делаешь, да, их заранее, эти матрицы? Да. Они сменные, то есть можно под любое мероприятие сделать Сними, матрицу. пожалуйста, вот его инициалы, где его можно найти? Сейчас мы отдадим вам микрофончик. Абибулаев Арсен, тебя все как Арсен Манго знают. Да, да. Что такое манго? Манго это тропический фрукт. Вот Ну, он точно так же выделяется среди крымских татар. Меняем позиционирование. Да? Сейчас все, фамилия и имя. Все, заблюрим. Не надо, манго тоже работает как реклама. Сейчас покажу. Сейчас вот на такое переходим. Ага. Я плакала. Ты себе печать купил, да? Да. Я плакала в этой книге в 3 местах. Арт-металл. Да. Подходит. Ну, искусство и металл, и все вместе. И говорила, вообще это нормально, Да, собой да. написать, потом перечитывать и опять плакать. Это что за паранжа? Что-то я не понял. Это кольчуга защищает. Так делали? Делали, Точно? делали. Я просто такое Я не могу видел. показать фотографии Пастушком. Он репродукции. Но если не хочешь, чтобы тебе в лицо стрела прилетела, то можно сделать. Да? Стрела сильно не защитит от прилета в лицо, но от какого-то косого удара, ну, чтобы не разрубило лицо, оно как-то сгладит этот момент. Удар-то получится по лицу, но он не порвет, по крайней мере, кожные покровы. Да. Но это какие-то были другие слезы. Под него же еще одевался стеганка обычно, подкладка мягкая. Потому что такое на лице носить, это... Как общественник. Ну, крутая штука. Кольчуга это вообще очень А вообще вот интересно. эта чеканка, ты же на заказ можешь, да, чей-то герб сделать? Да. Там? Когда я То есть ты матрицу сам делаешь, да, тоже? в этой книге через Шахина, я плакала про то, что он есть, только он не рядом. Машалла. Я недавно делал на одно мероприятие, под заказ колотил монеты на открытие. Вот. Музей Гаспринского. На правах рекламы, да? На правах рекламы. Для заведения кофеист я чеканил монеты. Очень красивые получились. Кофейни Бахчисарая, Симферополь. Да. И когда я редактировала и перечитывала, Саварсон. Аллах я разлом. объясняю, они копия его вот А, ты оригинал подобия. нарисовал? Да, со Причем старой вместе, фотографии, там, как 1900 какого-то Дрожь года. пробирает, наверное, это еще него и один картины момент, есть 50-го, где я 60-го года, отдаю ну, себе что? отчет в том, что я не увижу этого будущего как человек, и мы с вами вряд ли увидим, если только будем среди дальше? нас нет, кто может жить 200 лет.
И какая-то Салам алейкум, слезы радости, дорогая. наверное, это больше, что там что-то Как? есть хорошее. Нормально? Салам алейкум. Я благодарю вас, Ефанон, за эту Будем беседу. смотрим, На самом что, деле, как у вас, очень какие интересно. новости. Хочется Говорят, что-то более расширенной что-то информации. стильное Я начали надеюсь, делать, да? что вы Что начали найдете делать? возможность Чуть расскажи развивать про свои вашу коллекции. Что у тебя нового? У тебя вот коллекцию. сумки интересные появились, да? И уже Да, у нас подробно много интересных обсуждать новых сумок. каждую Что страницу. сейчас в тренде? Вот что И ну, желаю прям успехов новинка, вам, новинка. пока. Второе Новинка, вот развитие, Сильвер больше расскажет. финансовая Это реализация. у нас новые орнаменты на кошельках. Это кипарис. Вы их сами разработали или что? Ну, Вот это... Я не хочу сказать, Сильвия расскажет. это на самом деле уже реализованная история. Кто делает? Вот этот Это ваш орнаменты опыт, совместная работа с Афизе Юсуф на Кызы. написание, на создание, Это 3 готовых уже на то, ее что орнамента, они которые мы просто попросили в Кипарис? пользование. Да, это вот Вот сервис, это тоже? кипарис, да, килим. И третье это тамга. Тамга, вот она. У каждого Ага. крымско-татарского автора Герайская, да? Интересная, да. ученого Это не герайская. Это, Вот это не герайская тамга? Вот кипарис. Это какая-то работа в Ага. никуда. это я сейчас вам точно прочитаю, чтобы не быть... Очень А ну-ка, важна скажи, интересно. поддержка. Тамга это описание самой Афизе, то, что она, как она это объяснила. Тамга национальный символ крымских татар в данном случае изображен в виде замкнутой сельджукской цепи. Да, но Здесь на гравировке у нас не особо видно, оно в виде цепи, у нее изначально было собрано. Ага. Можно встретить на дюрбе хана в Салачике, у портала Узбек Джами в Старом Крыму, там, где встречается. А там там встречается сельджукская цепь, но не тамга вот такая вот. сама тамга, ну конечно, сама тамга, конечно, да. Внимательно, потому что, ну то Сама есть люди тамга, будут искать. безусловно. Да, Не-не-не, тамга никакого отношения, кроме крымских татар, в принципе, не Да. И имеет. это единственное. Именно А в этом виде. вот эти вот сумки, это тоже, да, новинка у вас, вот эти сумки? Поэтому у меня это Эти сумки не новинка, они у нас очень популярные. Модель называется Пижон. Вон та, да? Да. Есть в разных изданиях. То есть у нас Мне есть вообще важно говорить просто нам о сумка том, что в комплекте мы идет с народ, несессором, и есть варианты не умеет быть по бокам, благодарным они с отделом под обувь. словами. Мы в сердце То есть, нашего да, народа. человек может Очень отдельно хочу положить сказать, обувь. Прикольно. Да. Поэтому И я, есть наверное, как вот психолог, такая вот есть над чем сафар поработать. модель сумки. Есть, и мне хочется это сказать здесь. Ее Ну, я преимущество говорила в том, это что на она днях, и полностью сейчас раскрывается. говорю, что Человек я может мечтаю, чтобы это на стало вешалке фильмом. уже туда сложить на плечиках. Представляете, мы Готовые уже костюмы, учились рубашки, снимать это фильмы. ничего не мнется, жду, потому когда что она Джейхан раскрывается вылезет, очень это у нее свалится. сильно. 300 миллионов рублей, Там же я есть уже отдел узнавала. под обувь. Уже посчитали. А У вот нас тот уже типа всё портфель, это что за... 300 миллионов. Это модель? такой винтажный стиль. Мы решили сделать именно действительно портфель. Там идет отдел под ноутбук. Ага, то есть Она это... сделана У нас в для двух вас видах маленький кожи. сувенир на память о сегодняшнем мероприятии. Вот такой вот вариант. Такая она немножечко брутальная, стиль casual. Идет, здесь идет кожа, флотер и пулап совместная. То есть она красиво будет стареть, красиво будет видоизменяться по цвету. Сочетание коричневого цвета и темно-зеленого, такого болотного. Сабалон Зослар, наша А программа где можно продолжается. продукцию найти вот здесь? Как? На данный момент через соцсети, но в ближайшее время мы планируем открыть шоурум. И в этом шоурум... Сайта? А? Сайт шоурум. А, прям офлайн. Да, офлайн шоурум, да, человек сможет прийти, пощупать, потому что, как бы мы ни хотели, цветовая гамма все равно так не передается через электронные носители. А когда человек уже вживую видит, ощущает, трогает, кожа, она такая тактильная. Есть большие планы, мы хотим делать именно уже серии, то есть чтобы это было в одном стиле. Большие сумки дорожные, потом сумки формата А4, А5, кошельки, чтобы они полностью были в одной линейке, в одном цвете, в одном стиле. Машала? Welcome. Barakalanan hazırladılar. Geliniz bu eliflerden yakınca tanış olayım. Tanışlar, başlayın. Selam. Зенглі зенгин ве ренклі олғанына көстерелер. Бізде бұл зенгинлікні көстермек үшін, отге шығармақ үшін бөлек карточкалар шығармаға істедік. Işimizni başlaganda fikirмен Najия ханумнен, пайлашқан едік. О сақ olsun qol tuttu.
işimizni tezleştirdi. Bizni güzelden güzel ressamnen, ustanen tanış etti Madina Hanım Mirzoeva. O bizge kartochkalarımızın resimlerini yaptı. Pek güzel renkli resimler. Sponsorlar taptı kartochkalarını çıkarmak için ve bütün teşkili işlerini Naciye Hanım öz boynuna aldı. Boynuna almak frazeologizmi da takımımızda var. Resimlerini yapkanda evet kartochkalarının en renkli, en güzel tarafı, en çok dikkat celbetken tarafı bu kartochkaların resimleri. Библиотека. Resimlerini, süjetlerini, kahramanlarını, библиотечный запах, грубо говоря. Eşini Madina Hanım tapa, uydura ama Интересно. biz А что это за запах? Biz beraber sürüyoruz Canen Naciye Hanım'la onlarla müzakere edip hatta А вот этот bazılarının орнамент, он как variantları называется? olan ve biz rey verip kaysı biri daha çok gelişkenini seçemiz. Kartochkalar Не, то, что он есть, мы знаем. Tatar tilinde birinciden Hüseyin Kurkçi toplagan idi, belli alimimiz, professorimiz. Adile Hoca Emirova frazeologizmlerden uğraşkan idi ve işleri pek büyük. Hem Nazari tarafından öğrenilgen hem toplap Концептуальная вещь. Rus dilinin ekvivalentlerini, anlatmalarını yazgan alimlerimiz. Можете? Onlar 6000'e yakınlar Tatar tilinde. Sayısı pek büyük. Yani dilimiz ne kadar renkli Что это за olganını орнамент ondan такой anlarız. интересный? Он у вас везде есть просто. Biz evet 6000 hiçbir kartochkaga sığmaz, hiçbir takımlarga sığmaz. Onun için biz böyle planlaştırdık. Sürüyocanen uç takım. 25'er kartochka içinde olan uç takım. Şimdilik 2 takım çıktı hazır. Ve ileride А он, вот эта геометрия, она где çıkacak. встречается Yani вообще? umumen uç Где вот takım. ее часто встречается? Seçmesi pek ağır. Biz böyle hem herkesin kullangan, anlagan frazeologizmlerini seçemiz. Hem tek Kırım Tatarcaga has olgan, böyle Kırım Tatarcanın renkini göstergen ve tek Kırım Tatarcada rast gelgen frazeologizmlerini de seçemiz. А вот у вас и Килим тоже с этим. Frazeologizmlerini Suriyoca gösteren, anlatır, bakmağa Немножко переработали, да, его орнамент? Нет, нет, он вот Не, ну это же тоже переработано. Вот ближе, да, к этому? Или это... Нет, это другое абсолютно. Это другое. Elbette en ağır tarafı Naciye Hanım ve Madina Hanımların başlarına düştü. Naciye Hanım bütün teşkili. Я думала, у меня голубого нет. Madina Hanım Ты какой потеряла, кстати? Gelişken, güzel Сейчас sветлые были, да? renkli süjetler hazırladı. Вот это Bugün biz sizinle bu neticenin paylaşmak isteyiz. Может, это он? Oynayın. Как раз вот он лежит. Верите, вдруг это он? Я его потеряла в Турции, когда ехала. Şimdi biz bu frazeologizmleri Это когда мы 2,5 суток ехали. 55. Eğer hazır olsanız kolunuzu 55. koyabilirsiniz. Sizin yanınızda kelli Да, diyelim. видимо, где-то в каком-то Пабе. в каком-то Meraklı bir городе. Да. frazeologizm, nasıl renkli. Kim tapkan olsa kolunuzu götürürüz. İnsanlarga unutmak bildirmek istedim. Bu elbette hanım stüdyasının, güzellik stüdyasının sahibesi Elina Hanım Abdurayimova ve Nasılsın? Нет. Как? А, у них? Да, куда? Не, подожди. Не знаю. Да, куда? Да, еще без ухи. Где бы коня привязать, да? Алейкум селям, это ты чья? Встреча с... Да, Арманчик. Да, моя хорошая. Арманчик, да, вы у меня были в гостях, да, молодец. Да. Видишь, беда это уже не забывает. Ну, личку увидела там, ладно, не видела. Арзучка же, Арзу кызым. Нашла. Знаешь, да? Шикарно. Сделаем, смотрите, Ну, давай, что мы